Сегодняшняя передача обещает быть познавательной, так как к нам придет в гости писатель, путешественник и заслуженный работник Российской Федерации. Я приготовила несколько коварных вопросов, надеюсь, он сможет на них ответить. Я знаю, что этот человек довольно разносторонний, и я надеюсь, он меня на что-нибудь вдохновит и какие-то мысли подкинет, и я тоже, может быть, смогу написать какие-нибудь свои книги или буду больше путешествовать. Я очень люблю читать, люблю писателей, поэтому я очень жду встречи с этим человеком и жду очень много позитивных эмоций от всей программы. Перед чем, как всегда, наверное, человек волнуется. А ваш портрет когда-нибудь рисовали? Рисовали, тем более, что у меня старшая дочь художник. Она и одну книгу мою иллюстрировала очень хорошо. С произведениями Камиля Фурухшиновича я хорошо знакома и люблю их читать, поэтому мне очень интересно, какой же будет эта встреча. Вам будут задавать вопросы, и какого вопроса вы боитесь? Да, я уже привык ничего не бояться. Чего бояться? Что будет, то будет. Ну, сколько вас тут? И все разноцветные. Здравствуйте. Так, это мое место, да? Да. О. Здравствуйте, Камиль Фурухшинович, меня зовут Зарина, и я хочу сразу ознакомить вас с правилами нашей программы. Мы задаем вопросы, вы отвечаете, все просто. В конце вас ждет сюрприз. Вы можете забрать один портрет, понравившийся, в качестве подарка. Как ваше настроение? Великолепное. Здравствуйте, меня зовут Наркес. Что изменилось у вас в жизни благодаря путешествиям? Так я же не знаю, какая была бы жизнь, если бы их не было. Ну, путешествие – это, в общем-то, самое интересное, что может пережить человек на этой земле. Проехав практически все страны Северной, Центральной и Южной Америки, я очень хорошо ориентируюсь, по крайней мере, по тем территориям, какие там природные памятники. Вообще, особенно потрясла меня, конечно, Боливия, Эквадор, Перу, огненная земля, необычные культуры, необычные пейзажи. Сильнейшее впечатление производят айсберги, которые там плавают вокруг огненной земли. Цивилизация инков – это удивительная цивилизация. Вот меня больше всего потрясло то, что там детей воспитывали таким образом, чтобы ребенок испытывал наибольшую радость, отдавая любимую игрушку. Когда я это услышал, сначала думаю, о чем тут может быть радость? А когда задумался, а другой же ребенок, если так же воспитан, получается, что нет никаких конфликтов. У нас зачастую же дети начинают, это моя игрушка, это я тебе не дам. А у них получается идеальная ситуация, на мой взгляд. Я хорошо знаю нашу страну, не целиком, но Дальний Восток, начиная с Камчатки, Владивостока, Сахалина и кончая Уралом. Много мест прошел, в том числе своими ногами. Большие территории прошагал в экспедициях. А когда вы начали путешествовать? У меня папа кадровый военный, он участник войны. Кстати, воевал великолепно, видимо, храбро, смело. Будучи сержантом, получил 2 ордена Красной Звезды, медаль за боевые заслуги и медаль за отвагу. А потом его призвали повторно уже офицером в армию. И я свое детство и юность провел на Дальнем Востоке, в глухих таких уголках, военных гарнизонах. И во 2 классе, я помню, недалеко от гарнизона возвышалась такая сопка, ее называли «Синяя сопка». И мне очень хотелось подняться на эту сопку. И я как-то осенью, это было во 2 классе, вместо того, чтобы пойти в школу, выложил учебники, положил хлеб, там, молоко, заткнул бутылку, тогда же не было таких пакетов, стеклянную бутылку пробкой из газеты, по-моему, или тетрадного листка свернул, и пошел. Оказалось, что это не так близко и тяжело, но тогда уже проявил свой характер, видимо. А когда я поднялся на эту сопку,
Я был потрясен. За этой сопкой открывались новые сопки, новые хребты. И после этого я заболел горами. Вот с тех пор при первой возможности ухожу в тайгу. Люблю больше всего по горам ходить и вот по глухим таежным уголкам. Так что с 8 лет выходит. Меня зовут Шура. Хочу воспользоваться случаем и выразить свой восторг по поводу ваших рассказов. Вы реально очень круто описываете живность и природу. И у меня такой к вам вопрос. Самое ваше любимое место на планете Земля? Если говорить как бы о месте, которое я считаю своей родиной, это два места. Поселок Кадры, где я родился, и деревня Салиха Чешминского района. Там жили мои предки, и моя мама родилась там. У нас там есть домик. Кстати, дом моих предков выкупил, восстановил его. Я в детстве помню, как мы приезжали, что там было, какая обстановка, какие часы, там, какая мебель. И пытаюсь воссоздать эту обстановку, чтобы дети знали, как раньше жили наши предки. Здравствуйте, меня зовут Эвелина. Я хотела бы больше узнать о вашем детстве. В школе, например, какие у вас оценки по географии были? География у меня всегда 5 была. Вообще, на мой взгляд, это очень неправильная сейчас такая политика, не знаю чья, ну, будем говорить, Министерство просвещения. Географию запихнули там в самый угол. Один раз в неделю, по-моему, сейчас, да? География. У кого-то 2. А? У кого-то 2 раза в неделю. Да? Ну, 2 это еще нормально. Но престиж этого предмета резко снизился. Я знаю, что учителя географии, часов у них мало, они все жалуются. Ну, что вот образует государство? Это общая культура и общая территория. Вот. А если человек не знает свою территорию, никакого патриотизма не будет. Вообще все начинается с территории. Вот. Появляется территория, появляется народ, появляется общий язык. То есть география, по идее, даже должен быть по своей значимости предметом номер 1. Меня зовут Антон, и я бы хотел поинтересоваться у вас, во сколько лет стоит начать путешествовать самостоятельно? Это индивидуально. Некоторые после пенсии начинают путешествовать. У каждого своя программа. А как уговорить маму, чтобы она разрешила поехать в другой город одному? Вот это есть проблема, да. Вот когда мы росли, никаких жестких ограничений не было. Учителя не боялись этой ответственности, никто их не шугал, никаких требований, чтобы с собой нести там дистиллированную воду и кучу дров, чтобы там вместо ночевки обрабатывали какими-то там препаратами, чтобы комаров не было. Вообще полная глупость сейчас, вот, на сегодняшний день. Это убивает, в общем-то, туризм и интерес, чтобы пойти на природу, порыбачить, посидеть у костра или пройти там по какому-то району, какой-то природный памятник посмотреть. Этого не будет. Надо в корне менять требования, с большим доверием относиться. Ну, где-то ЧП произошло, и вот все в панике, все, теперь надо все перекрыть, все запретить, ограничить. Это неправильная позиция. Я тебе ответил, нет? Да, спасибо. Камиль А что ты Фаррухшинович, руку поднимаешь? Надо? просто камеры должны найти нас. А, Вот вы и путешественник, и писатель, и предприниматель. А в душе кем вы себя чувствуете? я романтик. Не скромный, но в душе я молодой пацан, мальчик, который куда-то все время хочет идти, что-то смотреть, приключения какие-то. Какое самое крутое автопутешествие вам происходит? Автопутешествие? Да. Какое вы самое крутое? Я автопутешествия не люблю. Я этим не занимаюсь. А что вы любите? На чем передвигаться? Передвигаться, ну, куда-то забраться, залететь, доехать на каком-то общем транспорте. Ну, вот я недавно был в восточных Гималаях, в королевстве Бутан. Это рядом с Непалом. Говорят, я первый из Башкирии, кто туда попал. Это, в общем-то, было закрытое королевство. Я давно мечтал побывать там. Почему меня туда тянуло? Ну, во-первых, Гималай – это вообще другой мир. Вот. Королевство было закрыто, и посещать его могли только по персональному приглашению короля.
То есть там сохранилась культура в том виде, как она была там 100, 200, 300 лет назад. И вот посмотреть на то, как люди жили в прошлом, фактически, это было мне очень интересно. А король там вообще удивительный человек. Он запретил добычу полезных ископаемых, запретил использование химикатов в сельском хозяйстве. Вообще продукты с ГМО запрещено завозить. Запретил охоту, кстати, запретил рыбалку, запретил даже подниматься в горы выше 4 километров. Там уже ледники же. Вот. И когда альпинисты идут со своими кошками и ледорубами, они тревожат горных духов, им больно. У них восприятие такое, что нет ничего мертвого, все живое. Горы живые, камни живые. Он принял программу 5-летнюю построить до каждого села Black Road, черные дороги. Вот. И эта программа хорошо реализуется. Представляете, в горах там сложнейший рельеф, в скалах пробить дороги и проложить асфальт, но они делают это. Чтобы понимать уровень счастья своего народа, создал Министерство счастья, которое 2 раза в год опрашивает население. И индекс счастья по итогам от прошлого года составил 97%. Это очень высокий процент. То есть народ счастлив, и короля там не уважают, там короля боготворят. Вот. А какого типа там здания? Они похожи на наши? Там вот король сказал ходить в национальной одежде. Радио, телевизионные программы только на своем языке. Вот. Музыка своя. Вот. А здания должны строиться в тибетском стиле. А внутри у них очень по-спартански. Кровати нет, матрасы, подушка. Утром встали, все там 7-8 матрасов сложили. А снаружи это такие великолепные здания, красота такая. Цивилизация инков – это удивительная цивилизация. Вот меня больше всего потрясло то, что там детей воспитывали таким образом, чтобы ребенок испытывал наибольшую радость, отдавая любимую игрушку. А когда вот задумался, а другой же ребенок, если так же воспитан, получается, что нет никаких конфликтов. Мы можем поговорить о литературе. Ваше первое произведение, можете о нем рассказать? Долго ли вы его писали? Как вообще пришла мысль? Я же по образованию вообще-то технарь, радиоинженер по диплому. И, честно говоря, в школе русский это было у меня самое слабое место. Вот. То, что я стал ближе к 40 годам писать, это, конечно, и стал писателем впоследствии для моих учителей. А я учился, поскольку отец военный, не в одной школе, у меня было 5 школ. Вот. Ну, военные постоянно переводят с гарнизона на гарнизон. Может, кто-то и знает, но никто не верит, наверное, что Камиль Зиганшин писатель, заслуженный работник культуры России, лауреат достаточно большого числа литературных премий. Это для меня самое невероятное событие в моей жизни, вот то, что я стал писателем. Работая в Башнефти, я в течение года постоянно испытывал желание вернуться на Дальний Восток. Вот. И я совершил, с точки зрения всех абсолютно, кроме моей жены, безумный поступок. Я уволился с Башнефти, уехал на Дальний Восток, куда гейцем, госпромхоз, устроился работать там штатным охотником. И за этот период накопилось довольно много наблюдений. Я никогда дневников не вел, а там при свете свечки все наблюдения, встречи с дикими животными, в том числе с амурским тигром. Первый год-то я, конечно, опасался. Вот. Тигр ходил за мной, я видел по следам. Я вот еще хотел бы сказать, что они страшно боятся, дикие звери, человека. Мы их всех запугали. Вот. Сейчас же вот в лес зайдешь, только трест стоит. Все боятся людей. Вот. Много рассказов, что там волки задрали человека, там тигры напали. Все это, я считаю, конечно, бывают там какие-то психические сдвиги у диких животных, так же, как у людей. Но нормальный хищник никогда сам на человека не нападает. Он нападает, если мы его провоцируем. Только самообороняется. Да, это угроза его добыче, угроза его детям, угроза его жизни. Он тогда может защищаться и напасть.
Вот вы, получается, тигров не боитесь, да? Так что их боятся? Они, это джентльмены, это мы наказание для природы. А чего вы боитесь? А чего бояться? Я боюсь людей. У вас отец был военным. Почему вы не пошли по стопам отца? Такой вариант был, я комиссию не прошел, у меня зрение было -5. А в те времена, сейчас не знаю, какой норматив, в те времена -5 в армию не брали. А так вы хотели бы? Ну, я всерьез не думал. Я после 8-го, после 9 класса уже работал. Летние каникулы проводил, работал рабочим в геологических экспедициях. Мечтал поступить на геологический факультет, но родители приложили все силы, чтобы подговорить, и, в общем-то, наверное, они правильно сделали, потому что нормальную семью сложно создать геологу. Полгода в поле, дети, в общем-то, без отца, жена одна. Поэтому я поступил на факультет радиоэлектроники. Ну, тогда очень модная была профессия, ну и сейчас не самая последняя. И стал радиоинженером по радиосвязи. Вы смотрите современные фильмы о путешествиях? Да, люблю смотреть, но времени не хватает. А так смотрю, это, конечно, А обязательно. какие ваши любимые? Ну, General Geographic, потом «Моя планета». А фильмы именно художественные? Художественный? Да. А что-то я не встречал. Ну, есть много фильмов, которые основаны на реальных событиях. Да. Я бы хотел посоветовать вам фильмы «127 часов». Это путешественники, которые путешествовали по горам. И я не помню, как называется другой фильм. А он сам снимал, да? Или это м, художественный фильм? Это художественный фильм, основанный на реальных событиях. Да. Также можете посмотреть фильм «Эверест». Очень тоже Да, интересный. я много слышал о нем, но сам не смотрел. Какая у вас самая долгая экспедиция была, путешествие? Может, расскажите, Ну, пожалуйста? самое долгое это участие в кругосветной экспедиции «Огненный пояс Земли». Сама экспедиция, она длилась где-то 2 года. Но я прошел только половину от Аляски, мыса Принца Уэльского, это вот где Берингов пролив. За ним уже мыс Дежнева, Россия. По Аляске, Канада, Северная Америка, Мексика, где-то 7 стран Центральной Америки. Там они маленькие же. Вот. Потом Колумбию нас не пустили, там как раз обострение было. Кстати, в Мексике тоже очень опасно, оказывается. Южную Америку все прошли, огненная земля. Там ребята все были 25 лет, руководителю было 46, а мне было тогда за 60. Мне уже трудно было за ними гнаться. Я сошел с дистанции. Ну, был еще хороший повод. Мне присудили премию Шишкова. Надо было ехать в Тверь на получение литературной премии. Вот. Ну, тоже половина. Можете сказать, какая у вас любимая песня или стихотворение о любви? Когда мне вот хорошее настроение, восторг в жизни, я пою «Прощание славянки» и «Три танкиста». А мне молдаванка нравится. Молдаванка, ну, тоже хорошая. Чего вы больше всего боялись в детстве? Ну, когда оставался один, в темноте там начинало что-то мерещиться, было страшно. А у меня, кстати, был один момент, ну, в тайге я уже потом привык, это ни на что не обращать внимания. Ну, что-то шумит, там шевелится, кто-то ходит, это... Ну и что ходит, что делаешь, пусть ходит. От того, что ты боишься, ничего не изменится. Один раз мою палатку окружила стая волков и выла. Вот страх был, да. Этот вой, конечно, наверное, у нас в крови этот страх перед волчьим воем. Свои произведения часто перечитываете? Ну, имеешь в виду, дорабатываю? Ну, уже готовые произведения. Ну, я уже объяснял, что толчком послужило мои дневниковые записи. И я стал писать не сразу, а лет через 10 после того, как закончил, ну, вот, промысловый это период,
ну, биографию штатного охотника. Где-то в 1986 году начал писать. Прошло достаточно много времени, чтобы трезво оценить. И я понял, что читаю и понимаю, что это халтура. А я был уверен, что это шедевр, и что надо бегом бежать, отдать в печать там. Вот. Я так расстроился, думаю, что же делать. И вот тут, видимо, опять меня Господь выручил. У нас с женой и детьми большая библиотека. Один томик Горького выдернул. Вот. И открываю именно на том месте, где, видимо, должен был открыть. Читаю дневники Алексея Максимовича. Он описывает там такой момент. Морозное утро, звонок. Открываю дверь, смотрю, говорит, стоит молодой человек с обмороженным носом. Вот. И под мышкой вижу, что пухлая такая папка. Он говорит, Алексей Алексеевич, заходите, заходите. Ну, холодно, замерз же человек. Вот. Ну, он зашел тут, немножко согрелся, говорит, какой у вас вопрос? Написал роман. Когда вы прочтете, вы поймете, что это шедевр. Это еще никто такого произведения в жизни не мог написать. Вот. Алексей Максимович говорит, молодой человек, а вы сколько раз переписывали? Да вот, говорит, 4 часа закончил, еле дождался восхода солнца и сразу к вам. 8 раз перепишите, тогда придете. Потом узнал, что Пушкин по 5 раз переписывал. Думаю, нифига себе. А ты хотел сразу. Это закон. Читабельное произведение, если ты меньше 8 раз, ну, можно и 6 раз, там, может быть, у кого какой уровень, сказать, таланта, или не столько таланта, сколько крепкого продолжения спины. Все книги я... Вот «Золото Алдана», за которую больше всего получил премию, это о старобрядцах, дилогия. Сейчас пишу 3-ю книгу, уже будет трилогия, где-то осенью, я, даст Бог, закончу. Я переписывал раз 12. Вот. Чем больше переписываешь, тем больше премий. Я надеюсь, вы очень хорошо относитесь к фотографиям совместным. У нас на телепередаче есть традиция фотографироваться с гостями. Может быть, сделаем пару снимков? Ну, с удовольствием. Вот ты высокий, оказывается. Мы сами в шоке. Так. Совмещается. Вот сюда Не, ну, смотрим. тоже, ты же получишь очень крупно. Может, Антон? Как кого-то попросить. высокий. Да, можно. давай вот так. Нет, нам надо именно так, чтобы себяшку сделать. Я же по образованию вообще технарь, радиоинженер по диплому. Честно говоря, в школе русский это было у меня самое слабое место. Никто не верит, наверное, что Камиль Зиганшин, писатель, заслуженный работник культуры России, лауреат достаточно большого числа литературных премий. В какие места вы хотели бы вернуться? У меня большая мечта была, и она, похоже, в этом году исполнится, вернуться на свой промысловой участок на Дальнем Востоке. Я уже созванивался с судовейцами, они обещали меня туда забросить на лодке. Вот когда я приеду на праздник рода, хочу там порыбачить, немножко пожить. Это вот мое самое большое желание. Это ваш самый любимый город в России? Это не город. Штатные охотники, работающие в госпромхозе, имеют каждый свой участок промысловый. Это огромная территория, таежные зоны, склоны гор. Вообще, то, что я был штатным охотником, сильно повлияло на мое мировоззрение, исправило его. Я был, в общем-то, не очень-то воспитанным. Много чего вытворял. Вот. Как у Неправильно Есенина, да, поступал. хулиган? Как у Есенина был хулиган стихотворение. Было дело, да. Да. Без подробностей. Вот. Вот эти вот годы охоты, я там прошел такие испытания, и для меня главное это принцип, которому я следую, успех – это награда за труд. Ну, это вроде на поверхности. У меня как было? Я же вот говорил, уволился с Башнефти, уехать на Дальний Восток мне надо было закупить много снаряжения, там, билеты, прочие продукты. Я занял большие деньги в размере полугодовой своей зарплаты.
Ну, зарплата у меня была, ну, не так сказать, что большая, но нормальная для инженера. Вот. И вот, представляешь, промысловый сезон 4 месяца, а потом, ну, пушнину мы в основном добывали. Вот. Проходит там неделя, Лукса, мой наставник, Удагеевич, начинает соболей ловить, таскать. У меня ничего нету. Проходит 2 недели, ничего нету. Лукса уже заволновался, говорит, давай пойдем посмотрим, правильно ты делаешь. Пошли, посмотрели по путикам. О, говорит, отлично, места правильно выбираешь, правильно все строишь, устраиваешь это грамотно. Вот. Странно, говорит, почему нету. Вот. Проходит 25 дней, ничего нету. А в сезон 4 месяца. А у меня долг. Жена с ребенком, первым сыном Маратом. Проходит 30 дней, ничего нету. Но я не опустил руки. Вот. Стал, наоборот, больше ходить, искать хорошие тропки, посещаемые соболями. Похудел. Я вообще всю жизнь худой, а тогда был как скелет. Вот. 40 дней ничего нету. Вот. Уже почти половина сезона пустой. И на 45-й день я снял 4 соболя, а это примерно почти столько же, сколько это мой долг. И я понял, что Господь, ну или Создатель, там, или Высший разум, как его называть, испытывал меня. Всегда вот следуя этому принципу. Успех – это награда за труд. И второй принцип – это тоже он всем известен. Победа в шаге от поражения. Если ты будешь работать, не опускать руки, победа неминуемая. Вот. Она придет сверху. Создадут все условия, чтобы победа была. Это точно. Хорошо, спасибо. А как ваша жена относится к вашим разлукам? Она понимает, что удержать невозможно, поэтому относится, поддерживает. Мужчину нельзя удерживать, если хочет, чтобы семья была крепкой. Я уже давно пришел к выводу, что за спиной каждого успешного мужчины стоит умная женщина. Вот. А у меня жена не только умная, но и красивая. И подарила мне 5 детей. Считается, что много детей – это катастрофа. Вот по нашему опыту, вот, с моей женой, катастрофа – это 1 ребенок. Мы когда вспоминаем, как нам тяжело было с 1 ребенком, и как стало полегче со 2, а с 3 вообще нормально, а 4, 5 уже мы не замечали, они сами росли, там уже команда. Нормально все. А даже вот лет 5 назад мне Татьяна говорит, слушай, вот надо было все же 7 детей. Потому что постоянно маленькие дети у нас долгое время были, а с маленькими детьми сам себя чувствуешь молодым. Это, они продляют жизнь человеку, дети. Когда вы уезжаете на экспедиции, вы каждый раз их оставляете? Так они все взрослые уже. А когда они были маленькими? Ну а что делать? Жена справляется. Потом я такие длительные экспедиции уже стал проводить после 55 лет, когда уже дети достаточно взрослые были. До этого я был на каторге, был предпринимателем, а это каторжник, добровольный каторжник. Какой у вас был бизнес? Бизнес? Ну, я всю жизнь занимался радиосвязью. Потом в Минбыте, когда начальником как бы производственно-технического узла связи был, занимался в основном там радиосвязью. А когда Минбыт ликвидировали, остался без работы, с женой создали свою компанию, вполне успешную, потом еще одну. Ну, кстати, я даже какой-то период работал, компания «Билайн», когда появилась, практически почти сразу возглавлял. Результаты были неплохие. Так получилось, что ушел с «Билайна», так сложились обстоятельства. Главный бухгалтер МТС, который был тогда практически монополистом, и Мегафон, и «Билайн» только появились, она сказала, мы так обрадовались, когда вы уволились из «Билайна». Ну, это было высшей похвалой. Нравится ли вам тот человек, которым вы стали? Ну, сейчас получше. Я очень обязан своей супруге. Вообще, по-моему, вот это я к девчатам обращаюсь, нормальных мужей не бывает. Вот, в природе не существует. Я вам точно говорю.
Воспитание хорошего мужа – это большой труд, и в основном это в ваших руках. Вот мне повезло, моя жена терпеливо меня воспитывала. Ну и, естественно, многое мне мама дала, папа. Вот. У меня золотые родители. Мама очень эмоциональная, такая тонко чувствующая природу женщина и очень сильным характером. Ей 92-й год, она все сама делает. На участке смотрит, выращивает все, убирается, в магазин ходит. 92-й год, представляете? Какой сильный характер. Вот. Кем вы хотели стать в детстве? В детстве, как все, наверное, сначала, когда маленький совсем был, летчиком. А когда повзрослее, 13 лет мечтал быть геологом. А потом увлекся радиолюбительством. В итоге пошел на факультет радиоэлектроники. А чем для вас пахнет детство? Детство пахнет сенокосом. Мы не часто, но где-то раз в 2-3 года с Дальнего Востока приезжали в отпуск, и на сенокосе меня дедушки брали с собой. Я там волки шевелил, ну, стажки делал. И эти обеды у костра, чаепитие, айран холодный. Нигде таких вот трав нету, такого запаха сена, как в Башкирии. Ну и запах кедрового леса, тайги нравится, конечно. Но самое потрясающее зрелище, которое вот я испытываю, такое состояние, что я начинаю рыдать, когда поднимаешься на высокую вершину, там Арарат, там Аконгагуа или там, ну, Арисаба, ну, многие, я где-то порядка 20 вершин, более 5 километров поднимался. Вот. Когда видишь эту красоту, мощь, вздыбленные горы огромные, там кряжи, белые вершины, ледники, и тут небо рядом. Когда очень высоко поднимаешься, оно начинает темно-синим становиться, иногда звезды даже видно. Чувствуешь себя рядом с Всевышним. И вот такое счастье, такое состояние, что начинаешь рыдать вот, от счастья. Когда вы последний раз дарили своей жене цветы? Ну, то, что в саду там это не считается, а так целенаправленно, осознанно дарил последний раз цветы 8 апреля 2019 года. Это было 47-я годовщина нашей свадьбы. Здорово. Как вы считаете, какого цвета счастье? Счастье? Ну, цвета солнца. Круто. Солнце – это счастье. Цвет – это счастье. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Нам было очень интересно разговаривать с вами, слушать о ваших путешествиях, о вашей жизни. Сейчас вы можете посмотреть наши портреты и выбрать себе один понравившийся. Только остальные обидятся. Промысловый сезон 4 месяца. Вот, уже почти половина сезона пустой. И на 45-й день я снял 4 соболя, а это примерно почти столько же, сколько это мой долг. Если ты будешь работать, не опускать руки, победа неминуема. У тебя задатки есть. Тоже хороший портрет. Спасибо. Ну тут такой строгий, да? Беседа с Камилем Фаррухшиновичем мне очень понравилась. Он рассказал нам о своих путешествиях, об экспедициях, рассказал, как стал писателем. Поэтому всю нашу беседу я постаралась передать в своем рисунке. Мне очень понравилось беседовать с ним, мне понравилось задавать ему вопросы, как он отвечал на них. Он отвечал мудро, правильно, на мой взгляд. И я пыталась нарисовать его. Вот что у меня получилось. Шибко красиво что-то. Спасибо. Так. Что ты меня... Ты во мне видишь уголовника? Художник просто. О, молодец. Вы на самом деле такой энергичный мужчина, и у меня просто рука не поднялась, чтобы нарисовать вас в старости, поэтому я нарисовала вас таким молодым Ой, молодец. путешественником. Ну да, я везде, где поднимаюсь, флаг Башкирии поднимаю.
Если честно, я вдохновилась сегодняшним гостем. Это очень круто, когда в зрелом возрасте у тебя есть возможность путешествовать и наблюдать за миром таким, каким он есть. Были очень интересные, завораживающие рассказы. Беседа в целом была очень увлекательной. На своем рисунке я старалась передать его добрый взгляд, но в то же время очень серьезный и строгость. Мне понравилось общение с Камилем Фаррухшиновичем, и я обязательно ознакомлюсь с его творчеством. Ух ты. Камапа. Чё? Самара. А, сама. Я по-латински уже. Молодец. Здорово. У меня хорошая идея. Я вам подарю каждому по книге, а вы мне свои рисунки. Хороший бартер. Бартер? Нет, не давайте без бартера, просто от души. Ну, вообще, я очень рада, что Камил Фаррухшинович заценил мой рисунок. На нем я изобразила его как путешественник. Вот здесь и поезд, и самолет. И в качестве подарка он мне подарил книгу, а я ему свой рисунок. Кто интересуется старообрядчеством, такое, философией, как раз Золото Алдана, за которое я получил премию Салават Юлаева. Давайте, можно мне, пожалуйста? Можно. Спасибо Ты же у нас большое. романтик. Спасибо, как и вы. Вот первая книга «Щедрый Буге». Как раз вот с нее я начал свой путь в литературу. Держи. Спасибо. Это первое художественное произведение про росомаху. Это удивительный зверь, загадочный такой, малоизученный. У меня такое уже есть. У тебя есть? Да, очень крутая книга. Хорошо. По просьбе Дроздова Николая Николаевича написал. Написал рецензию, предисловие. Держи. большое. «Возвращение Росомахи». Так, тебе тоже? О, всем Спасибо. хватило. В детстве мама читала мне его книжку «Росомаха», а когда я уже выросла, пошла в библиотеку и взяла для себя новую книгу «Возвращение Росомахи». Это реально очень увлекательные рассказы, и я рекомендую всем людям, особенно молодежи, прочитать. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Ну, я ожидал, думал, это будет где-то 5-6 класс. Вот. А это взрослые, уже зрелые люди. С ними, конечно, интереснее общаться, они так уже вопросы задают более такие серьезные. Вы сегодня ни разу не слукавили? Да нет, там вроде честно был. Ну, где-то что-то присочинил, может быть. Я же писатель.